Сейчас будет очень интересная борьба. Вот он на ваших экранах Олег Гурин, представитель Российской Федерации, и его соперником будет Селаберди Нуриев. Селаберди Нуриев, он один из сильнейших вообще в этой весовой категории у себя в Туркменистане. И сейчас он прибыл на Всемирные игры кочевников, дабы стать лучшим среди кочевников в этой весовой категории. Вот он на ваших экранах. Определяли некоторые спортсмены, когда боролись с туркменскими борцами, что на самом деле очень сильные они физически. То есть очень большой упор они делали на ОФП, то бишь на общую физическую подготовку, на физическую составляющую, конечно же. И за счет этого многие из них побеждали и брали медали на последней Азиаде в закрытых помещениях, которые прошли в Ашхабаде, в Туркменистане. Но вот здесь, конечно же, Всемирные игры кочевников. Здесь мы надеемся, что у нас будет большинство медалей. И скоро начнется Кокбуру, также наш вид спорта. Там тоже мы надеемся на золотую медаль. Только на золотую медаль от нашей сборной. Ну и вот сейчас бросок производил туркменский спортсмен. Сколько же баллов ему присудят за это? 1 балл он получает. И схватка продолжается. Вот здесь, как говорил Сан Саныч Карелин, легендарный борец, вначале в борьбе идет борьба за позицию, а потом уже идет сама борьба с захватами. Так что вот здесь на самом деле тоже, даже в борьбе на поясах, борьба за позицию вначале идет, как сказал мой коллега. Вот здесь бросок состоялся, не было никому балла. И схватка продолжается. Давайте дождемся уже результатов. 1 балл дают все-таки за то, что сейчас Гурин оказался на ковре. И давайте уже далее посмотрим эту схватку. Ну и 2-0. При счете 2-0 туркменский спортсмен пока побеждает. Всего-то 20 секунд прошло этой схватки, но очень продуктивными они оказались. Снова бросок. И что, чистую показывать? Нет. Нет, 2 балла. Да, чистая должна быть, по идее. И чистую победу присуждает таки туркменскому спортсмену, коим оказался Селаберди Нуриев. Он проходит в полуфинал. Селаберди Нуриев. И он будет ждать своего оппонента. И кто-то из них может оказаться. Это, конечно же, либо же Ильхом Машрабов из Узбекистана, который за 4 секунды одолел Александра Сергеева из России. Либо же это Артур Зулкарнаев, который одолел иранца Хади, то есть Салими. Соперник в любом случае у него будет непростой. Вот если узбекский спортсмен победит, то я думаю, там узбекский спортсмен даже будет чуть ближе к победе победителей. Так что, кто хочет посмотреть, за нашими финалистами двое, напоминаем, из Кыргызстана вышли в финальную часть. Все категории до 82 и до 68 килограмм, соответственно. Может включить в 13:00 КТРК Спорт и посмотреть, лицезреть эти финалы самые. И поболеть за наших ребят, поддержать. Ну а здесь Артур Зулкарнаев, терестерник к звездам стремящийся, который смог победить в начале Салими Хади из Ирана, потом с травмой, с рассечением, вот до сих пор у него есть лейкопластырь на лице, Ильхома Машрабова победить. И вот сейчас он вышел против туркменского сильного очень оппонента, против Селаберди Нуриева. Так, и вот пытался через бедро бросить. Пытался, но не получилось. Как следует, я думаю, проявить. Схватка у нас очень напряженная схватка. 12 секунд всего прошло, уже 4 балла сделал спортсмен из России. И вот падал здесь, по идее, на голову вначале, а потом уже выполнял бросок своего соперника. Так, нужно обращать внимание на судью. Нет, не будет баллов. Балл туркменскому спортсмену присудят. Предупреждение. Предупреждение туркменскому спортсмену в категории до 82 килограмм. Первый из бронзовых обладателей, это, конечно, Селаберди Нуриев из Туркменистана. Нуриев, точнее, а рядом с ним стоит азербайджанский спортсмен Эльмадин
Рамазанов. Все участники награждаются, конечно же. Участники этого самого пьедестала награждаются памятными грамотами, дипломами, какими-то призами еще от спонсоров различных, наверное. И, конечно же, памятные медали, которые выше всего на самом деле. Много лет отдают спортсмены. Всю свою сознательную молодость отдают, и, соответственно, они должны быть вознаграждены, их труды. И вот, пожалуйста, бронзовые медали у этих двоих на шее. И еще раз поздравляем туркменского и азербайджанского борцов с этим достижением.